29 мая 1825 года в торжественной обстановке в селении Майртуп, ныне это Курчелоевский район, открылся съезд старшин, представлявших ряд северокавказских народов. Присутствовавшие на нем старшины и представители духовенства провозгласили имамом Магомеда Кудуклинского. С этой вестью во все концы Чечни, Ингушетии и других земель были отправлены гонцы. С новой силой начались столкновения горцев, в том числе отрядов Таймиева против царских войск. Таймиеву даже удалось занять несколько укреплений. 25 июля 1825 года все в том же Майртупе состоялся второй съезд старшин. Среди руководителей движения на этот раз возникли разногласия. Имам Магомед и некоторые другие участники съезда требовали ухода всего населения в горы, чтобы там организовать оборону. Бейбулат Таймиев в противовес требовал активной наступательной войны, превращения каждого аула на равнине в укрепленный пункт, участия всего населения, в том числе членов семей, в защите своих домов и имущества. Он был противником ухода всего населения в горы, так как брошенная территория сразу же была бы занята казачьими станицами и царскими войсками, а сеть укреплений закрыла бы горцев в ущельях, обрекая их на голодное существование. Не получив поддержки, Бейбулат ушел со своими приверженцами на речку Мычик, неподалеку от Майртупа. Отсутствие единства среди восставших привело к спаду движения. Царскому командованию уже сообщали, что толпы на плоскости мало-помалу стали расходиться. Однако Бейбулат и его соратники собрали 2000-й отряд и двинулись в центральную и малую Чечню. Позже Таймиев не раз терпел военные неудачи, но и имел успех. Однако в июле 1831 года был убит. Достоверно известно о пребывании поэта Михаила Лермонтова в царском Герзель-Аульском укреплении. По сей день место, где оно когда-то находилось, высится над селением. От крепости остались лишь следы, но когда-то она была сильным для данной местности укреплением. После окончания военного похода в Большую Чечню под командованием генерала Голофеева тенгинский отряд, в котором служил и Лермонтов, 17 июля 1840 года прибыл в Герзель-Аул. Несмотря на непродолжительное пребывание Лермонтова в укреплении, оно ему было памятно по поэме «Герзель-Аул», написанной его сослуживцем по отряду майором Мартыновым в ответ на Валерик Лермонтова. Гуманизму и вере в добро лермонтовской поэмы офицер Мартынов, с которым у Лермонтова складывались сложные отношения, противопоставил шовинистический по смыслу опус, восхваляющий репрессивные действия царских войск. В своей поэме Мартынов писал: «Стянули цепь, вот за оврагом горит аул невдалеке, то наша конница гуляет, в чужих владениях суд творит». Этот эпизод, включая шаржированное изображение Лермонтова в поэме Мартынова, напомнили бывшим приятелям давние споры и еще больше обострили их взаимоотношения. Стоит отметить, что, сойдясь в дуэли с этим самым Мартыновым, год спустя в Пятигорске Лермонтов и погиб. Ахбердиев Мухаммед, который был родом из аварского Хунзаха, уже с 1837 года значился в числе лидеров восстания горцев Северо-Восточного Кавказа. Весной 1840 года своего сподвижника Магомеда Шамиль назначил наибом Малой Чечни. Он был и в сражении в Гихинском лесу на реке Валерик 11 июля 1840 года, который описал поэт Михаил Лермонтов в поэме «Валерик». Царское командование с беспокойством наблюдало за действиями и ростом влияния наиба. Было ясно, что Магомед выдающийся военачальник и администратор, что он не раз и доказывал. Царское командование неоднократно предпринимало попытки его устранения через наемных убийц. Например, в январе 1841 года генерал Головин даже отправил секретное предписание генералу Граббе, в котором предлагал выделить 2000 рублей серебром на истребление Ахверды Магомы. Нет сомнения, писал Головин, что через уничтожение этого предприимчивого сподвижника Шамиля мы избавились бы от одного из самых опаснейших его орудий. Считалось, что влияние Шамиля в Чечне обеспечивается авторитетом Ахверды Магомеда. Поэтому его физическое устранение царской администрации рассматривалось как дело первоочередной важности. Также планировалось рассорить Шамиля с его верными наибами. Например, 19 июля 1842 года генерал-адъютант Чернышов в своем донесении советовал генералу Головину разжечь вражду между Шамилем и наибами Ахверды Магомедом и Шуаиб Муллой.
Однако делать этого не пришлось. Согласно донесению царскому командованию, Ахверды Магомед 12 июня 1843 года на границе Чечни и Грузии, близ грузинского аула Шатили, был тяжело ранен в спину. Выше лопатки пуля, которая осталась у него внутри. По преданию, выстрел сделал во время переговоров горец по имени Чванта, подкупленный шатильскими старшинами. По другой версии, стрелял молодой шатилец, давший клятву отомстить за гибель от шашек мюридов своих близких. Магомед Акбердиев сумел отступить в горы. Несколько дней его организм боролся за жизнь, но рана оказалась смертельной. 18 июня 1843 года Магомед скончался. На следующий день начальник левого фланга Кавказской линии генерал-майор Фрейтак доносил начальнику отдельного Кавказского корпуса генералу Нейткарту. По слухам, дошедшим до меня через лазутчиков, Ахверды Магома убит в деле, которое он имел с племенем Ахо, смежным с кистинцами. Для завоевания коего он был послан Шамилем. Мухаммед Ахбердиев был похоронен в селении Гушкорт, ныне село входит в Шатойский район Чеченской Республики. У Идаева было тяжелое детство. Его отец Шамсудин был арестован в 1944 году и скончался в карагандинской тюрьме, где в те же годы был в заключении и Александр Солженицын. Все братья и сестры Юсупа погибли в годы ссылки. Он остался один у матери, Медины Мациевой. ЧССР восстановили, выжившие вернулись на родину. Юсуп Идаев успешно сдал экзамены в Грозненский нефтяной институт. Тогда же летом 1957 года он узнал о наборе в чеченскую актерскую студию Ленинградского института театра, музыки и кинематографии ЛГИТМИК, куда я поступил. После окончания института он вернулся на родину в составе чеченской студии. Юсуп сразу же стал одним из ведущих актеров Чечено-Ингушского театра имени Хампаши Нурадилова. Все годы он был предан своей профессии, любил театр и всех, кто там работал. Отказывался от предложений сниматься в кино, чтобы не срывать спектакли. Ответственно подходил к театральным ролям, но никогда не был карьеристом. Он умер на 49-м году жизни, сразу же после сдачи спектакля «И дольше века длится день» сценической интерпретации произведения Чингиза Айтматова. «Отказало сердце». В этой постановке Юсуп Идаев исполнил 3 роли. После спектакля, за несколько минут до смерти, Идаев уговорил супругу Зулейхан Баталову не оставаться на обсуждении новой постановки с представителями Минкультуры тогдашней ЧССР и отвезти домой их 3 детей. Дети таким и запомнили отца, стоящим на сцене с грустной улыбкой под шквал аплодисментов, не смолкавших даже после того, как перед актером опустился занавес. 24 июля 1981 года очередной сессией Верховного Совета ЧССР утверждено положение о гербе и флаге ЧССР. Данное положение законодательно закрепило существовавшие ранее герб и флаг Чечено-Ингушской Республики. Следует отметить, что герб республики качественно отличался от аналогичных атрибутов других образований в составе РСФСР. От герба РСФСР он отличался наличием призыва «Пролетарии всех стран, соединяйтесь» на чеченском и ингушском языках. Что касается Конституции ЧССР, то она была принята чуть ранее, 8-й внеочередной сессии Верховного Совета ЧССР 6-го созыва в мае 1978 года.